Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем буддийский путь. В буддийском пути ценится человеческая жизнь. Человек, он способен приносить счастье другим, заботиться о близких, спасать живых существ от страданий. Именно человек творит и созидает, и для достижения благоприятных условий жизни необходимо формировать определенные причины и условия, то есть карму. И чтобы создать эту благую карму для развития в регионе, нужно развивать нравственность. И нравственность является гарантом для успеха и продвижения. Это основа всех основ. И буддийские учителя, они говорят, что при соблюдении нравственности возможно переродиться в следующей жизни, в высших уделах, в высших мирах, как в мире людей, и вплоть до того, что нравственный человек, он может достичь состояния Будды. И обрести человеческое рождение – это высшая удача, которую трудно достичь и легко потерять. Люди теряют жизнь чаще в трудные времена, особенно в период конфликтов, ссор, столкновений, катастроф, массовых заболеваний. И с развитием научно-технического прогресса, искусственного интеллекта и интернета все больше человек отделяется от нравственных норм и моральных принципов. И в связи с этим изменились ценности, ориентации и представления. Человеческая жизнь становится менее ценней и безопасней. И сегодня трудно соблюдать 10 заповедей в буддизме, 5 обетов и закон Ахимса, ненасилие. Только человек с продвинутыми способностями сможет видеть мир объективно, со всех сторон и углов зрения, сохраняя терпение и усердие в сохранении мира. Именно человек понимает о радости и печали, о добре и зле, о плохом и хорошем. И своими аналитическими суждениями он сможет оценить, распознать, где добро и зло. И чем гуманнее человек, он развивает добро, позитивное мышление, веру, любовь и сострадание. И идти по белому пути может каждый. Только нужно повернуться в ту сторону и изменить свое мышление. И мы знаем о редкости человеческого рождения, и особенно редка человеческая драгоценная жизнь, наделенная 18 признаками. Это 8 свобод и 10 условий для благого развития личности. Итак, находясь на земле с золотой рудой, не каждый знает об этом, а тот, кто знает, что он находится на такой земле, если он не понимает, как обрабатывать драгоценный металл и что можно получить от этого. И редко кто знает, как нужно обрабатывать этот золотой самородок, извлекая золото, используя применить его. И есть те, кто, имея кучу золота, не богатеют, а наоборот, все падает вниз. Можно сравнить и нашу жизнь. Даже родившись здоровым человеком, мы склонны к пагубным вещам, еще больше нанося вред себе и окружающим людям. И достопочтимый Нагарджуна написал своему другу, что человеческая жизнь наделена свободой, волей и великим потенциалом. Если правильно применить свои способности, так существа из низших миров не обладают способностями думать о помощи, о страдании и близости к другим. 18 признаков драгоценной человеческой жизни имеют 8 свобод и 10 благих условий. 8 свобод – это рождение в мире животных. Животные, они живут инстинктивно. Рождение голодным духом. Духи всегда голодны и жаждут. Рождение в водах, рождение небожителем, рождение в стране варваров, рождение в месте, где нет дхармы, рождение неполноценным человеком с телесными и умственными недостатками, рождение приверженцев ложных воззрений. И эти 8 несвободных состояний не дают человеку развиваться в сторону духовной практики. И как хорошо, что мы родились в родной земле, в Туве, где наши предки изучали дхарму. И это понимание дает нам силу в достижении своей мечты, помогая другим в избавлении страданий. И оптимистично настроенный человек, он приносит благо в этот мир, создает условия для счастливой и полноценной жизни. И 10 условий разделяются на 5 субъективных, внутренних и 5 объективных условий, и они таковы: рождение в центральной стороне, полноценные органы чувств, несовершение крайних проступков, как убийство матери Архата, разрушение ступ сувурганов и так далее. Вера в истинный источник – это разные виды вер. Рождение человека,
Далее это появление Будды на земле. Только Будда Шакьямуни дал учение. Второе – это проповедь учения. Учение дошло до наших дней, и есть те люди, которые практикуют дхарму и милосердие другим. Вот эти 10 факторов дают возможность практиковать дхарму. И когда понимаешь, что есть у тебя эти 18 признаков, то появляется эта радость и уверенность в этих собственных силах. Самым важным считается преобразование своих привычек, стиля жизни, уклада и образа жизни, своего поведения, воззрения и речи, чтобы все это соответствовало с буддизмом. И чтобы пойти по пути благородных и совершенствовать восьмеричный путь. И учение буддизм полноценно развивается, когда есть практика 3 личностей, когда есть непрерывная традиция передачи учения от учителя к ученику, и особенно, когда есть учение традиции буддийского университета Наланда. И сегодня эта традиция успешно развивается в тибетских монастырях в Индии, и эти монастыри, они сохранили все учения Будды. Как прекрасно, что тувинские хураки имеют такую возможность обучаться там. И как хорошо, что к нам приезжают квалифицированные монахи. И с 19 апреля по 3 мая по приглашению Камбалам Республики Тыва Гелек Цектожу в Туву прибыли делегации монахов из Института буддийской диалектики Нгари Ладак. И возглавляет эту делегацию Цеванг Дордже. Их программа по строительству песочной мандалы проводится в Центре культурного развития микрорайона «Спутник» города Кызыла. И там с 12 часов проведут молебны, лекции по 3 основам пути. И в 4 часа ежедневно там будут проводить вечерние молебны по устранению препятствий и проблем. Приглашаем вас посетить все эти мероприятия, сходить на личный прием. И для накопления благих заслуг можете пригласить монахов домой на ужин и обед, даруя подношения. До свидания.